Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». И сегодня мы совершим небольшой объезд в этот весенний выходной день вместе с главой управы строительного округа города Якутска Андреем Владимировичем Петровым. 4 месяца сегодня будет уже у нас, как я работаю в нем. В округе у нас проживает больше 58 тысяч населения, 1369 гектаров, то есть округ составляет 20 кварталов, 510 многоквартирных домов, также то есть 1999 частных домов. Ну, то есть округ довольно-таки большой. То есть основная проблематичность — это у нас 17-й квартал, там где ветхий аварийный фонд находится. Вот. Сейчас, в сегодняшний день, то есть мы ведем, конечно, подготовку весенней санитарной очистки, идет активная уборка снега, вывоз с территории. Жители сами отвечают, что такой уборки за много-много лет, то есть никогда ее не было вообще. То есть многие там живут по больше 30-40 там лет, и такого не было никогда, чтобы, то есть, производилась уборка. У нас работает опытный подрядчик, в принципе у него есть техника своя, что немаловажное для подрядчика. Тротуары они убирают согласно графика, 14 улиц, сегодня они работают на улице Пирогова и улице Жарницкого, то есть Жарницкого уже проработали. Мы находимся на улице Якутская, это школа-интернат номер 28, данный объект образовательный. Он находится в заниженном месте, то есть ниже, как говорится, то есть всех домов, которые вокруг окружают, поэтому вода сюда очень много стекается. У нее, помимо того, что снежный покров очень довольно-таки высокий, сегодня мы помогаем здесь им с вывозом снега. В зоне затопления, в зоне риска находится, и лучше сейчас, то есть, на упреждение сработать. У подрядчиков у нас общий объем был больше 20 тысяч кубических метров, то есть вот на буквально вот этих, как говорится, 3 месяца. И на сегодняшний день, то есть у нас уже, то есть, вывезено, то есть, снега уже 14,5 тысяч. Не помню, чтобы в марте месяце начинали пропарку. Что случилось такое? Наверное, скорее всего, мы прекрасно понимаем то, что прошлый год нам преподал урок, то есть в этом году, то есть мы все-таки все заблаговременно делаем, заранее готовимся. Отдельное спасибо, конечно, Якутдорстрою, СГХ. Вообще сейчас, в принципе, все, то есть службы вот эти, то есть ресурсоснабжающие, водоканал, они тоже, то есть все работают в усиленном режиме, то есть идет подготовка к весенне-паводковой, то есть, как говорится, работе. Сейчас, то есть вот этот, который первый проход делают, они действительно выявляют сложные участки, где что подзабито, где необходимо будет еще прочистку производить. То есть, как говорится, у нас времени осталось буквально там 2 недели на все вот эти моменты, когда вот прочистки надо будет сделать, еще где-то надо будет пропарки, то есть, произвести. Мы сейчас находимся на улице Строителей, стоит пропарочная машина Якутдорстроя, которая проводит плановую, пропарку. Скажу так, что тот лоток, который сейчас они пропаривают, это ключевой, то есть для улицы Строителей, потому что от качества пропарки именно будет зависеть, будет ли эта улица подтоплена или нет. В предыдущие года, к сожалению, то есть это было не совсем так. Многие предприниматели, которые вдоль Строителей стоят, они пересыпают, получается, вот эти лотки, и потом сложно, то есть их все-таки пропаривать. Я уверен, в этом году у нас так уже не получится. Во-первых, приведена, то есть, в действие насосная станция, которая тоже, то есть, Якутдорстрой, то есть, уже, то есть, провел всю ревизию и провел всю работу. Во время объезда сразу пришло сообщение, и глава округа выехал на аварию, которая произошла. Сейчас мы это посмотрим.
вы кому-то звоните? Ну, я сейчас звоню, да, управляющей компании, которая обслуживает дом значит, Жарницкого 732А. Видно то, что в результате засора произошел разлив канализации. В принципе, где-то на квадратов 150, то есть разлив. То есть будет составлен сейчас акт, по результатам чего, то есть будет дано предписание, то, что ликвидировали, то есть налить обязательно, ну и, соответственно, произвели, то есть ремонт обязательно. Это вот так будет все будет происходить. Вот сейчас вы зафотали фото-видео-фиксация, да? Да. И фото... Мы зафиксировали с геолокацией, где это, в каком месте произошло. То есть, ну, обычно так у нас все происходит. На любую аварию, когда выезжаем, фиксируем. Ну и, конечно же, то есть обязательно сразу же находим, то есть кому относится этот дом, чтобы быстро, то есть, ну, незамедлительно отработать. Но разлив очень довольно-таки большой. Здесь где-то 150 квадратов сейчас видно. Андрей Владимирович, сейчас мы наблюдаем мусор, да? И, кстати говоря, достаточно обыденная ситуация. Как вы с этим справляетесь? Ну да, то есть действительно, во-первых, то есть наши сотрудники ежедневно, то есть делают объезды, то есть вот такие моменты, то есть тоже фиксируются они, получается. Сейчас данный факт тоже зафиксированный, КГМ видно не вывезен, но здесь две санитарные точки, то есть одна получается, которая принадлежит 732 Жарницкого, и вторая, то есть принадлежит, то есть вот этому дому 733. Одно обслуживает компания, управляющая РИФ, а вторая компания, то есть АРТ+. Вот, соответственно, сейчас вот КГМ мы видим то, что лежит на территории АРТ+. Ну, понятно, то есть, как говорится, то есть сейчас заявочку передадим, что по якутской кассете отработали. Но вообще по нормативу КГМ вывозится раз в 7 дней. Получается, накопление вот за неделю произошло. Обычно КГМ сильно накапливается, на многих точках наблюдается статистика такая, что это весна и осень, когда люди, в принципе, начинают уборки производить дома, то есть и все выносят, выбрасывают. То же самое также готовится потом к зиме. Борьба с наледями идет? Ну, у нас тоже, то есть, есть план по вывозу наледи. К сожалению, то есть, бывает, то есть, за зиму где-то, возможно, скорее всего, какие-то протечки. Заявочку сейчас мы передадим, то есть, будут удалять все. То есть, это, судя по всему, натекло, то есть, видать, сюда они точно не заезжали. Андрей Владимирович, что здесь происходит? И я смотрю, что будете еще и ремонтировать, да? Да, то есть подготавливаем площадки, как говорится, для того, чтобы дети могли свободно играть, так как говорится, то есть площадок очень мало здесь в ветхом аварийном фонде. То есть, ну, вот такая площадка очень довольно-таки хорошая. Сейчас произведем, во-первых, уборку произвели снега здесь, второе, то есть произведем ремонт, то есть, карусели вот это сделаем, проверим балансиры, посмотрим вообще, то есть насколько, то есть все закреплены, то есть малые архитектурные формы, очень много снега, несмотря на то, что здесь вот была чистка где-то недели две назад, то есть очень довольно-таки такая плотная, очень хорошая чистка была. Сейчас, то есть, еще будем, то есть, почищать и убирать еще заново, еще снег. Это тот самый округ, где происходит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 17-го квартала, где будет построен новый квартал спортивный. Мы находимся на так называемый 17-й квартал. Вот здесь планируется микрорайон спортивный, который будет застраиваться. Ну и вот, как говорится, то есть расселены уже были дома ранее, то есть произведены, это вот Пионерская 11, Пионерская 13, которые уже вот снесены. Сейчас мы видим результат, подъехали посмотреть, на какой стадии все это находится. Я всегда посещаю все строительные объекты или какие-то подготовку, которые попадают. Это территория, которая вот сейчас уже свайное поле за моей спиной. Здесь запланировано строительство детского сада на 240 мест. Сюда попадает у нас Жарницкого 40, Жарницкого 42 и Пионерская 8/2. То есть вот эта весь площадка, и вот вместе, как говорится, там согласно проекту, то есть эти дома будут все расселены. А на сегодня насколько запланировано вот расселение граждан близлежащих домов? Вот деревяшки уже в этом году переселят? Мы сейчас говорим про Пионерскую 8/2, который за моей спиной. В ближайшее время, то есть, будет расселение. Скажу так, то, что жители тоже волновались, и мне пришлось выехать в микрорайон Звездный для того, чтобы посмотреть условия, то есть для проживания, вообще инфраструктуру. На самом деле
деле, честно говоря, был впечатлен, и мне кажется, то есть жителям очень будет комфортно там жить. Да, то есть он, этот микрорайон, будет обустраиваться еще, то есть, но то, что в котором сейчас они живут, то есть жилье, и получат которое новое, то есть, ну, это, конечно, небо и земля. Мы сейчас находимся Якутская 12-14. В этом кластере, значит, планируется застройка многофункционального спортивного комплекса. Нами, то есть управой строительного округа, проведена работа по информированию населения по вывозу, то есть гаражей, кладовок, соответственно, стационарных объектов, которые, то есть, располагаются на придомовой территории. Вот, расклеено объявление. Ну и, соответственно, призываем жителей, чтобы, то есть, они максимально быстро, то есть, их вывозили, демонтировали, то есть, для того, чтобы, то есть, началась здесь уже, то есть, застройка, то есть, плотная, то есть, вот. Но, как говорится, это все в ближайшее время все будет происходить. Как мне сказали, девиз нового начальника: чем можем, тем поможем жителям своего округа, правильно? Но я считаю, в первую очередь, то, что надо на все, как говорится, обращения, которые есть, надо на них реагировать. Понятно, где-то, соответственно, то есть можно быстро, то есть, эти вопросы решить, где-то, то есть, это вопросы долгоиграющие какие-то, то есть, вот. Но, тем не менее, на все вопросы надо реагировать. То есть жителям нужно внимание, то есть нужна связь, то есть, которую мы пытаемся вот на протяжении 4 месяцев новой команды же, то есть, устанавливать. Пока у нас это все получается, то есть люди видят то, что мы работаем, то есть, ну и, конечно же, то есть каждый понедельник я делаю еженедельный свой брифинг, я провожу, то есть онлайне, то есть рассказываю о работе, то есть что мы сделали за неделю управой, то есть какие, то есть, задачи нами были выполнены, ну и какие задачи предстоят на предстоящую неделю. То есть у вашего управы есть свои зрители, свой аккаунт и все соответствующие вещи для социальных сетей, да? Да, совершенно верно. Мы ведем, получается, свой телеграм-канал, в котором, то есть, мы публикуем каждый понедельник, значит, соответственно, вот мою, то есть прямой там мою запись, и где мы рассказываем именно о той работе, которую, то есть, мы доделались, ну, чем-то делимся, достижения, мероприятия, которые, то есть, будут либо прошли, либо проходят, будут проходить в ближайшее время, то есть, тем всем делимся. То есть мы стараемся сейчас быть постоянно на связи с жителями, то есть, чтобы у нас не было информационного вакуума. Появилась надежда, что 17-й квартал начнет исчезать в историю. И уже мы это сегодня видели. Я благодарю главу управы строительного округа Андрея Петрова за участие в программе. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи!